6 кастрычніка адразу каля 20 пікетаў па збору подпісаў за Владзіміра Някляева выставіла ініцыятыўная група паэта ў адным месцы каля Менскага ГУМу. А поўдні з'явіўся і сам магчымы кандыдат на прэзідэнта. Някляеў з ахвотай ставіў подпісы за канкурэнтаў, кантактаваў з выбарцамі, гучна падпяваў бардам і адказваў на пытанні журналістаў, у тым ліку з расійскіх тэлеканалаў, якія апошнім часам надаюць беларускім выбарам не меней увагі, чым адстаўцы маскоўскага мэра Лужкова. Владимира Някляева таксама пыталіся пра будучы лёс Александра Лукашенкі. В случае любой, кто победит на этих выборах, столкнется с первой проблемой, да, что делать с Лукашенко? Ну, если я одержу победу на этих выборах, то вне зависимости от того, как он себя сегодня ведет, если завтра он, а возможно победить реально без элегантной победы только в том случае, если он осознает, да, что пришло его время и уйдет. Если он это сделает для народа, для страны, для Беларуси. Если нет, то он, конечно, понаписывает себе там эти... Сколько он? 2/3, значит, будет 80, 85, 87. Это же перевыполненный план. Вот тогда он создаст очень сложную ситуацию со страной. Тогда он создаст, если не экономический коллапс, то что-то близкое. Я боюсь, что Беларуси придется повторить опыт прибалтийских стран начала 90-х годов. Потому что, в общем-то, экономику реформировать нужно будет. В общем-то, долг составляет уже 20 миллиардов, плюс отрицательное сальдо 5 миллиардов. Вообще, кто будет все деньги возвращать? Он думает о чем-нибудь или нет? А што думаюць выбарцы пра Някляева як пра магчымага прэзідэнта? Бат Дмітрий Войцюшкевич. Дай Бог Някляев, ён быстро вучыцца. Вы, хто сачыць за ягонай кар'ерай, скажем, палітычнай, заўважылі, што яны за паўгады, гэта вельмі мала, выраслі. Да, скандальная кампанія. Можна сказаць, каб не гавары праўду, то сённяшнія выбары былі б сумныя і нецікавыя. А так ёсць такая цікавая кампанія, якая зворушивая сегодняшнее громадство. Это мне подобается. Письменник Владимир Орлов. Есть такое понятие команда. И мы в истории Европы, найновшей истории ведаем, коли литераторы узначальвали краины с поспехом. Драматург Вацлав Гавел, например, чешский президент. Есть команда, и я думаю, что рашучесть, метанакіраванасць, смелость Някляева, помноженная на ягоную команду, дае шанец на поспех. Мінякі каля ГУМу. Ну так, внушает доверие. Симпатичен. Выбарчая кампанія ў Беларусі становіцца ўсё больш бурлівай. Из лесу черного ля самой Москвы у черных масках вышли два велистые браты. Якія надзеі звязваюць з ёй людзі? Хочется перемен к лучшему, чтобы что-то в нашей жизни поменялось. Была теснее связь с Европой. Вообще хотелось бы, чтобы мы жили дружно со всеми, и с Россией, и с Европой, и чтобы для поляков были друзьями, чтобы для всех. Это вы связываете вот с Някляевым, с кем-то еще ищем? А почему? Я не только за Някляева, я и за Андрея Санникова. Будем выбирать, но чтобы у людей был шанс. А для того, чтобы у людей был шанс, всегда должен быть выбор. А с теперешней владой вы это не связываете? Ну, я так думаю, что теперешняя власть все, что смогла, сделала. Пора дать дорогу другим людям. Может быть, и они тоже что-то могут.